В начале встречи Маргарита Симонян, ее супруг, кинорежиссер Тигран Кеосаян и глава МИД Абхазии Нал Арзанба возложили цветы к памятнику студентам и преподавателям АГУ, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Далее состоялась основная часть мероприятия. Абхазские студенты встретили Маргариту Симонян аплодисментами. В свою очередь она поблагодарила за внимание на абхазском языке. В своей речи Маргарита Симонян подчеркнула, что любит приезжать в Абхазию и старается посещать республику минимум 2 раза в год. Она объяснила это тем, что считает Абхазию самой красивой страной из всех, что видела, не считая ее родной России. И плюс это во многом мои родные края, потому что мои предки отсюда. И я еще успела в детстве бывать дома у своей прабабушки, которая всю жизнь прожила в Пицунде, собирать лавровишню, собирать мушмулу, а потом уже ближе к зиме ваши знаменитые мандарины, которые тоже у нее росли, хурму, фейхуа, это все воспоминания моего детства. Маргарита Симонян рассказала, что в 2001 году в качестве репортера освещала события в Кадорском ущелье, когда на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гилаевым вместе с грузинскими военными. Хотя даже гилаевцы, собственно, Абхазии как бы не угрожали, то есть они же требовали от Абхазии, чтобы она пропустила их в Россию, к нам в Сочи. И я лично, и я уверена, что наш народ всегда будем вам благодарны, что вы этих террористов к нам не пропустили. Далее встреча продолжилась в формате вопросов и ответов. Однако студенты засмущались и не сразу стали проявлять активность. И поэтому Маргарита Симонян решила сама выбрать автора вопроса. Республика Абхазия и Российская Федерация взаимодействуют во многих отраслях. И хотелось бы узнать экспертное мнение, насколько прочными являются наши отношения на сегодняшний день. Я даже не могу себе представить ту силу или тех злонамеренных людей, организаций или даже целые государства, которые, потратив на это все свои ресурсы, смогли бы разрушить многовековые отношения между Россией и Абхазией, российским, русским народом и абхазским народом. Столько вместе прожито, столько крови пролито, столько взаимного, знаете, вращения друг в друга наших культур. В России вы, сейчас, к сожалению, с образованием, как и везде, не очень все красиво, поэтому в России вы, наверное, сейчас найдете человека, который не читал бы Фазиля Искандера. Хотя в поколении моем, и тем более наших родителей, такого человека и найти было нельзя. Не обошли стороной и экономические вопросы. По мнению Симонян, Абхазии нужны инвестиции, и они появляются. На это она обратила внимание, прогуливаясь по столичной набережной, где запустили ряд новых туробъектов мирового уровня. По центру Сухума, и я вижу, что это все развивается в этом направлении. Я видела несколько потрясающих гостиниц абсолютно мирового уровня, которым было бы место и в Сочи, и в Рио-де-Жанейро, и где угодно. И я вот спросила у вашего министра, это кто строит, это ВЭБ строит, это ВТБ строит. То есть это российские инвестиции. Значит, российским инвестициям здесь не страшно, они чувствуют поддержку, иначе инвестиции не приходят, когда они понимают, что завтра кто-то передумает и тебя отсюда выгонит, но кто же будет тратить деньги. Значит, руководство Абхазии ведет правильную работу по гарантиям для этих инвестиций, а это, безусловно, значительная часть обеспечения будущего Абхазии, потому что земля-то у вас невероятная, фантастическая, нигде в мире такой нет. Студенты затронули ряд вопросов о международных отношениях и, в частности, о ситуации в Закавказском регионе. Как вы смотрите на отношения России ввиду весьма сложных отношений, в особенности с Арменией, чуть-чуть потеплевших с Грузией? Как вы считаете, во что они выльются в будущем? При нынешней власти в Армении ничего хорошего в отношениях между Россией и Арменией я не вижу. Я предвижу только ухудшение этих отношений. Я говорила об этом с самого начала, с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Я же сама армянка, как вы знаете, и мне было совершенно очевидно, что он приходит к власти, будучи ведомым теми силами, американцами в первую очередь, которые стремятся оторвать Армению от России и создать на Кавказе очередную антироссию, которую они столько лет создавали на Западе, я имею в виду на Западе от России.
на Украине, а теперь вот на юге Закавказья. Наплевать не то, что на интересы России, но наплевать на интересы собственного народа. Вы видите, как позорно он сдал Карабах, ничтоже сумняшися, вообще пальцем не пошевелив, для того, чтобы его сохранить. С Россией отношения у Пашиняна будут только ухудшаться. Если Пашинян будет продолжать при этом оставаться лидером Армении, значит, они будут ухудшаться у Армении как государства. Темой для обсуждения также стала Грузия, с которой Россия разорвала связи еще с 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию. Грузинское руководство, которое там у власти сейчас, посылает некие разумные сигналы. У нас есть сведения, что грузинское руководство со всех сторон подначивали с тем, чтобы они открыли второй фронт здесь, у вас, как бы отвлекая силы России от нашей работы на Донбассе и на Украине, с тем, чтобы Россия была вынуждена распылять усилия, да, тяжело же. Понятно, что Россия не бросила бы Абхазию, если бы Грузия сейчас пошла очередной войны на Абхазию. Понятно, что Россия, конечно, стала бы помогать, а это значит, отвлекала бы силы оттуда. А силы, они не безбрежные, потому что там, как вы знаете, мы сражаемся ни с какой, не с Украиной. Украины хватило 3 дней. Мы сражаемся со всем НАТО. А НАТО – это все-таки мощнейшая армия в мире, что уж тут говорить. Так вот, грузинское руководство этого не сделало. Абхазскую молодежь заинтересовала позиция Маргариты Симонян по поводу происходящих событий на Ближнем Востоке. Война между Израилем и террористической организацией «Хамас» в секторе Газа. Те зверства, которые устроил Хамас в тот день, 7 октября, в Израиле, никак не оправдывают, ни одной секунды не оправдывают те кратно превосходящие зверства, которые после этого Израиль устроил в секторе Газа. Это не укладывается в голове, что в современном мире, в 21 веке, народ, пострадавший от Холокоста, народ, помнящий доктора Менгеля и концлагеря, и все ужасы и жестокости, которые действительно были совершены по отношению к этому народу в фашистской Германии, и вообще многовековые гонения во многих странах мира, что этот народ сделает так, что операции кесарево сечения в больнице в Газе будут проводить без наркоза, что детям будут ампутировать ноги без наркоза, что они будут шарашить больницы, дома, многоэтажки, абсолютно неприцельно. Встреча проходила около 1,5 часа, и, завершая ее, Маргарита Симонян поблагодарила всех участников. Шазина Ханагуа, Сима Аргун, Заур Кварча, Абхазское телевидение.